Кремль может не платить. Конституционный суд России разрешил властям не исполнять решение ЕСПЧ о выплате акционерам ЮКОСа почти $2 миллиардов, так как оно противоречит Конституции России. Как заявил глава КС Валерий Зорькин, акционеры ЮКОСа должны нести ответственность за нарушение компанией налогового законодательства России. Акционерное общество устроено таким образом, что акционеры берут на себя все последствия того, что делает руководящие органы. Пожалуйста, делайте общее собрание, переизбирайте компанию. Тем более, я должен сказать, в этом деле аудиторы не российские, а международные аудиторские фирмы обращали на то, что уплата налогов не соответствует духу требований законодательства российского. Но руководство компании посчитало, что оно все правильно делает. После заявлений Зорькина у юристов, защищавших интересы ЮКОСа, возникли вопросы. Противоправных действий в отношении компании никто не устанавливал. Было уголовное преследование только отдельных руководителей компании. Где причинно-следственная связь между действиями тех, кому сейчас что-то ставится в вину, кто ни под какими судами не был, и между наступившими общественно опасными последствиями. Забыла об этом председатель Конституционного суда. Сам же механизм, позволяющий России игнорировать решение ЕСПЧ, был легализован в конце 2015-го. Тогда Госдума в ускоренном порядке приняла поправки к закону о Конституционном суде. При этом юристы отмечают, что эти поправки сами противоречат Конституции, а именно ее 125-й статье, в которой содержится закрытый список полномочий Конституционного суда. Его изменение, соответственно, является антиконституционным. Впрочем, депутаты поддержали его почти единогласно. Против высказались лишь 3 человека, в том числе Дмитрий Гудков. Закон был принят только с одной целью – дать возможность российскому правительству избежать наказания вот эти вот выплаты штрафов по делу ЮКОСа, что у нас ради одного случая, ради одной компании отменяется вообще, меняется весь правовой механизм. Это, во-первых, неправильно, а во-вторых, зная, в каком состоянии наша находится судебная система, скажем так, приоритет международного права очень часто бывал палочкой-выручалочкой для многих российских граждан. А как применяется? Ну, применяется избирательно, будет применяться. Как захотят в Кремле, так он и будет применяться, этот закон. Жалобу в ЕСПЧ на Россию ЮКОС подал в 2004-м. Компания изначально требовала от государства $98 миллиардов, заявляя о незаконном отъеме собственности. Именно так ЮКОС расценивает действия налоговых органов, которые взыскали с компании более 300 миллиардов рублей. По заявлениям ЮКОСа, это были незаконно начисленные задним числом пени, штрафные санкции и дополнительные налоги. Летом 2006 года ЮКОС признали банкротом. А его руководитель, некогда самый богатый человек России Михаил Ходорковский, отправился за решетку. Он провел в тюрьме 10 лет. Сам бывший владелец компании уверен, дело ЮКОСа было политическим. На компенсацию он, по собственным словам, не претендует. Россия же считает, что ЮКОС нарушал налоговое законодательство в беспрецедентных масштабах, что имело, цитата, «праворазрушающий эффект». При этом Конституционный суд, решивший игнорировать решение ЕСПЧ о компенсациях, подчеркнул, Россия все же может выплатить какие-то деньги бывшим акционерам нефтяной компании, но только если найдется и вернется в Россию, цитата, «вновь выявленное имущество ЮКОСа».